Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Старый гадюшник в новом городе. Туркмен Ньюс рассказывает об обычной рабочей атмосфере в администрации нового туркменского города Аркадаг. Потенциальные подрядчики в надежде получить контракт на возведение объектов в Аркадаге выходят либо на главу Госкомитета по строительству Дирья Аразова, либо на хакима Шамухамета Дурдылыева. А те, в свою очередь, используют в отношениях с подрядчиками метод злого и доброго полицейского, вымогая таким образом взятки. Являясь в кабинет к тому или другому башлыку, подрядчики напрямую предлагают ему откат. Но не тут-то было. Опасаясь провокаций, руководитель, к которому обратился бизнесмен, вдруг проявляет неожиданную принципиальность. Он отказывается от денег, кричит, угрожает полицией и уверяет, что теперь эта фирма никогда в жизни не получит контракт. Вскоре неудачливый предприниматель узнает, что он якобы ошибся, обратившись не к тому человеку. Это бизнесмену подсказывают добрые люди из числа приближенных к обоим чиновникам. Другой собеседник ведет себя гораздо дружелюбнее, но объясняет, мол, своим необдуманным визитом предприниматель обидел коллегу, поэтому теперь не обойтись. Нет, не без взятки, как тот было подумал, а без небольшого подарка. Стандартная ставка 5%. Но если потенциальный подрядчик в прошлом себя дискредитировал, срывал сроки или некачественно выполнял работу, то с него могут взять и больше. Репутация не имеет значения, если есть готовность платить. Ранее Туркмен Ньюс сообщал о выигравшей тендер на проведение дренажа и отведение грунтовых вод фирме Дозд Гурлушик. Результат работы этой компании таков: Аркадаг строится буквально на воде, и это угрожает разрушением зданий в ближайшей перспективе. Еще один интересный факт, наблюдаемый в администрации Аркадага, это неприязнь, которую Дурдылыев испытывает к одной из своих подчиненных, а именно к бывшему председателю парламента Гульшат Мамедовой. В середине июля прошлого года сам Гурбангулы Бердымухамедов назначил ее заведовать общим отделом Хакимлика Аркадага. Это назначение не особо афишировалось. Лишь осенью Мамедова всплыла в новой должности. Дурдылыеву не нравится ее присутствие в Аркадаге. Он ревнует Бердымухамедова к ней, считая, что Мамедова, будучи некогда формально вторым человеком в государстве, до сих пор находится в хороших отношениях с экс-президентом и может на него влиять. А доступом к телу, как и контролем над городом Дурдылыев, не хочет делиться ни с кем, и он объявил Гульшат Мамедовой холодную войну. Сначала он подбирался к ней осторожно, отпуская в ее адрес саркастические реплики, но женщина их игнорировала. Затем Дурдылыев осмелел и стал за ее спиной называть подчиненную не иначе как кюнты, то есть падшая женщина, проститутка. Мамедова по-прежнему не отвечает на вызов и не вступает в противоборство. Между собой и на публике Дурдылыев и Мамедова общаются подчеркнуто вежливо. По мнению наблюдателей, экс-глава Меджлиса считает свою должность в администрации Аркадага слишком мелкой и временной. Она ожидает, что скоро ее переведут на какой-нибудь более высокий пост. Чтобы приблизить этот момент, Мамедова старается быть на виду и напоминать Бердымухамедову о себе. Наблюдатели считают, что другого выхода у чиновницы нет. Если ее надежды на перевод не оправдаются, то хаким Аркадага ее просто сожрет. Дурдылыев вообще не отличается добрым нравом. Он добился уголовного дела в отношении своего преемника на посту столичного хакима Естагана Галыджева. И это несмотря на то, что у Галыджева была высокая покровительница в лице сестры экс-президента Гульнабад Давлетовой. Однако, как ни странно, именно это обстоятельство и погубило Естагана Галыджева в его противостоянии с Дурдылыевым. Последнему не понравилось, что кто-то не просто занял его место, но еще и запросто встречается с сестрой Бердымухамедова. Дурдылыев напряг все свои силы и связи, чтобы лишить выскочку свободы. Фактически то же самое сейчас происходит с Мамедовой. А вот Дирья Аразов хакиму не конкурент. Аразов собирается закрыть дела с последним выгодным контрактом, а именно строительством медицинского кластера Аркадага, и после этого уйти в отставку и уехать лечиться за границу. При этом источники отмечают, главной угрозой для Дурдылыева является вовсе не Мамедова, а 51-летняя глава отдела кадров администрации Агулабад Азизова. Чиновница неформально работает на МНБ и сливает в местное управление информацию о работниках Хакимлика и подведомственных ему учреждений. Как только ей поступает запрос на те или иные сведения,
она тут же отвечает, не советуясь с Дурдылыевым. Чтобы удобнее было отправлять сведения в МНБ, Азизова требует от руководителей организаций передавать ей в электронном виде все документы на новых сотрудников. В частности, это касается биографий работников и справок о родственниках в 3 поколениях. Эти справки известны под названием УЧРК. Сотрудники МНБ могут узнать личное мнение заведующей отделом кадров о любом работнике Хакимляка и тут же получают от нее исчерпывающий ответ. Но что хуже всего, это невнимательность Азизовой. Она может спокойно уйти из кабинета, не заперев за собой дверь, не выключив компьютер или не оставив его хотя бы в спящем режиме. Получить с ее компьютера любые сведения, включая персональные данные сотрудников, может кто угодно. Непосредственной зоной ответственности Азизовой является штатное расписание организации Аркадага. Во многих случаях оно выглядит откровенно раздутым. Так, в центральном аппарате Хакимляка работает 70 человек, еще по паре десятков сидят в каждом из 2 этрапов города. Например, во Дворце счастья значится 38 сотрудников. В каком еще городе мира целых 38 человек отвечают непосредственно за счастье? Еще 44 человека числятся во Дворце Рухаед, но абсолютным рекордсменом является Управление благоустройства при Хакимляке. Там трудоустроено аж 907 человек. Но лишь 15 из них относятся к руководящему составу и специалистам, все остальные технические работники. И это в умном в кавычках городе, где женщин с метлами должны по идее заменить роботы или хотя бы машины. Но и это еще не все. В штате футбольного клуба «Аркадаг», ставшего, кстати, чемпионом Туркменистана, значится 90 человек, это больше, чем в управлении капитального строительства и управлении выдачи жилья вместе взятых. Возможно, уже сейчас новый город обслуживает больше людей, чем в нем проживает. Аркадаг позиционируется как инновационный город, не похожий на другие населенные пункты Туркменистана. Однако по-настоящему удивить сограждан можно было бы не красивыми домами, а внутренними и внешними отношениями людей, работающих в администрации города. Выстроить эти отношения иным необычным способом пока, увы, не удалось. Дома новы да предрассудки стары. Этот афоризм можно смело сделать официальным девизом Аркадага, ведь в Туркменистане так любят лозунги и афоризмы. Впрочем, с такими кадрами, где вор ворует у вора, а каждый готов утопить коллегу, иного можно и не ожидать. У вас имеется интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.